15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск пересекла афгано-советскую границу. В этом году со дня этой памятной даты прошло 28 лет. По улице Камрата торжественно прошло шествие колонны участников боевых действий. Почтить память погибших воинов к памятнику воинам-интернационалистам в Камрате пришли военный священник протоиерей Вячеслав, члены исполнительного комитета Гагаузии, депутаты Республики Молдова, примары населенных пунктов АТО Гагаузия, а также ветераны войны в Афганистане. Мы должны помнить и делать все возможное, чтобы подрастающее поколение помнило, знало, что были молодые ребята, которые защищали Родину, выполняли приказ, и многие из них не вернулись домой. Наши ребята, наши земляки были примером мужества, отваги, героизма. Больше 10 лет длилась эта война, и она занимает особое место в нашей памяти. Наверное, после того, как уходят герои и участники Великой Отечественной войны по истечению времени, ваш патриотизм, ваше мужество является чуть ли не единственным ориентиром для подрастающего поколения. Здоровья вам, тепла, улыбок, чтобы мы всегда мы помним, какой самоотверженными ребятами вы были. И вы являетесь примером, настоящим примером самоотверженности, патриотизма и мужества для наших молодых ребят. Павшие воины навсегда останутся в памяти как герои, являясь примером настоящего патриотизма для современного поколения. Всем ветеранам протоиерей Вячеслав пожелал душевных сил, без которых невозможно пережить те трагические события. Царство Небесное всем тем, которые не вернулись, которые остались там навечно. Пусть Господь примет их души там на небесах, так как мы молились сегодня там на часовне, как каждый год, каждый раз и каждый час вы молитесь за своих друзей, за своих погибших товарищей. Желаю, чтобы Господь даровал вам здоровье, крепости сил, чтобы никогда не унывали, никогда не отчаивались, чтобы все изменения, все перемены, все повороты жизни в ваших деяниях были грамотно, аккуратно, правильно поставлены в обиход. В ходе 10-летней войны более 600 молодых ребят выполняли интернациональный долг в Республике Афганистан. 12 человек не вернулись.